Состояние – 250 миллионов долларов. Должность – экс-депутат ЖЭКа. Возраст – 51 год. Государственный и политический деятель Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Республики Кыргызстан-2 и Весозывов, государственный советник Государственной службы 2 класса, заслуженный экономист Кыргызской Республики, доктор экономических наук. В августе 2012 года в должности министра финансов Акылбек Жапаров предложил лишить пенсии работающих пенсионеров. Я предлагаю не выплачивать работающим в госструктурах пенсионерам пенсии. Состояние – 280 миллионов долларов. Должность – экс-депутат ЖЭКа. Возраст – 68 лет. Является крупным бизнесменом, владельцем сети казино, таких как Хипинес и Арбат. Одна из местных газет так отзывается о политике корейского происхождения. Роман Шин, будучи депутатом, разве что защищал свой бизнес, а так для кыргызов не сделал абсолютно ничего хорошего. Таких бесполезных депутатов полно. На следующих выборах нам следовало бы сделать правильный выбор. Состояние – 320 миллионов долларов. Должность – депутат ЖЭКа. Возраст – 53-го года. Чрезвычайный и полномочный посол КР. Кандидат юридических наук. С ноября 2012 года председатель комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике. Государственный советник Государственной службы 2 класса. Состояние – 320 миллионов долларов. Должность – депутат ЖЭКа. Возраст – 53-го года. Чрезвычайный и полномочный посол КР. Кандидат юридических наук. С ноября 2012 года председатель комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике. Государственный советник Государственной службы 2 класса. Рост – 66 лет. Предприниматель, работающий в сфере игорного бизнеса и общественного питания. Экс-депутат Жогорку Кенеша. Состояние – 400 миллионов долларов. Должность – экс-депутат ЖЭКа. Возраст – 60 лет. Узбек, известный предприниматель, экс-депутат киргизского парламента, Жогорку Кенеш, лидер узбекской общины Кыргызстана. Президент построенного на собственные средства частного университета дружбы народов имени Алима Батырова. Государственный советник 2 класса. Член политсовета партии «Родина». Награжден медалью «Данг» за укрепление межнационального согласия. 19 мая 2010 года, в отместку за поддержку Временного правительства, сторонники Бакеева организовали погромное нападение толпы националистически настроенной киргизской молодежи на Университет дружбы народов. Со стороны правоохранительных органов на Батырова было заведено уголовное дело по обвинениям в разжигании межнациональной вражды и вооруженного мятежа против правительственных войск в Джалалабад. Получил политическое убежище в Швеции. Состояние – 500 миллионов долларов. Должность – экс-депутат ЖЭКа. Возраст – 52 года. Мэр города Бишкек с 2008 по 2010 годы. Получил высшее образование в 1985 году во Фрунзенском политехническом институте по специальности инженер-строитель. 29 июля 2013 года суд Ленинского района столицы Киргизии приговорил бывшего мэра Бишкека и депутата от оппозиционной партии Атажурт Наримана Тюлеева к 10 годам лишения свободы. Тюлеев обвинялся следствием по статьям Уголовного кодекса Республики, коррупция и легализация преступных доходов. 7 мая 2016 года Нариман Тюлеев вышел на свободу по амнистии в соответствии с решением суда, а также в связи с тем, что полностью возместил ущерб. Состояние – 650 миллионов долларов. Должность – президент Кыргызской республики. Возраст – 59 лет. Трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента республики. И лишь в третий раз, 30 октября 2011 года, избран в первом туре президентом Киргизии. Вступил в должность 1 декабря 2011 года. Не раз подозревался в распиле бюджетных средств. В 2009 году появились видеозаписи, как Атамбаев выступал во время президентской кампании в Аксе в нетрезвом состоянии.
Состояние – 1,2 миллиарда долларов. Должность – заместитель председателя Комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и местному самоуправлению. Возраст – 61 год. Владелец рынка Оскар Салымбеков, в отличие от Тельмана Исмаилова, который владел Черкизовским, обходит торговые ряды ежедневно, инспектирует работу сервисных предприятий, выслушивает просьбы и жалобы торговцев. Здесь же он и обедает, в едальном ряду. Ежегодные выплаты, аренда, коммунальные услуги, охрана и прочее. Всех торговцев на рынке оцениваются в 500 миллионов долларов. Размеры своей прибыли владелец рынка не раскрывает. Около 70% товара уходит отсюда в Россию, от Челябинска до Красноярска, говорит Салымбеков. Это наша территория, а европейскую часть раньше обеспечивал товаром черкизовский рынок. Состояние – 1,5 миллиарда долларов. Должность – экс-премьер-министр. Возраст – 46 лет. Не секрет, что в странах бывшего СССР одними из самых богатых людей являются чиновники. Не исключение в этом и Кыргызстан. Первое место рейтинга занимает Амурбек Бабанов. До прихода во властные структуры занимался бизнесом. Возглавлял ряд крупных фирм с долевым участием государственного капитала, занимавшихся экспортом хлопка, а также поставками нефтепродуктов в республику. В 2005 году после тюльпановой революции был избран депутатом киргизского парламента. В 2007 году вошел в состав оппозиции, требовавшей отставки президента Курманбека Бакиева. После революции и бегства Бакиева из страны вошел в состав правительства Алмазбека Атамбаева в должности первого вице-премьера. После избрания Атамбаева президентом в октябре 2011 года стал исполнять обязанности главы правительства.